Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Лена Знатулина и в начале коротко о главных темах выпуска. Президент Рустам Минниханов привился от ковид. Наш президент вакцинировался, Владимир. Видите, да? Я тоже вакцинировался. Ничего, нормально живет перед вами. О ситуации с ковид, половодьем и лесными пожарами расскажет Алия Хайрудинова. Исторический субботник в самом центре Казани. Прибрались внутри, практически немного осталось нам. Какая судьба ждет одно из самых старых зданий Казани, выяснила Юлия Гоголева. Сезон охоты и надзорный рейд. Рабочая высота 300-400 метров, на которой мы работаем, чтобы было не видно и не слышно нас. Все ли в порядке с оружием, узнал Дмитрий Аренин. Говорят по-татарски, живут по-мордовски. Наверное, татарились так мы. В гостях у уникального народа Каратаи, который есть только в Татарстане, побывал Рамиль Шайдулин. Рустам Минниханов привился от ковид. Первую дозу президент перенес легко, никаких побочных эффектов не было. Об этом стало известно на субботнем совещании в Доме правительства. Напомним, на этой неделе и Владимир Путин завершил курс вакцинации от коронавируса. Ситуация в стране остается стабильно напряженной, и сейчас вакцинация остается главным способом защиты от вируса. Что еще потребовал президент республики от глав городов и районов, и какие вызовы обострились этой весной, расскажет Алия Хайрудинова. По ковид ситуация стабильно напряженная. Марина Александровна подтвердит, ни больше, ни меньше. Хотя мы выглядим неплохо, значит, и по статистике, и по динамике, но ковид никуда не делся. За последние сутки в Татарстане 35 новых заболевших ковид. Большинство контактные. Рустам Минниханов еще раз обращает внимание. Масочный режим никто не отменял. Культурно-массовые мероприятия нужно проводить с учетом всех требований Роспотребнадзора, а лучшая защита – вакцинация. Вакцинироваться надо всем. Наш президент вакцинировался, Владимир Владимирович. Видите, да? Я тоже вакцинировался. Ничего, нормально живет перед вами. В республике открыты 153 пункта вакцинации. Сейчас у жителей есть выбор, каким препаратом привиться – «Спутник» или «Эпивак Корона». Количество привитых приближается к 200 тысячам. К сожалению, вот эти же люди, уже 38% только осталось антителами. В республике продолжаются проверки соблюдения санитарного режима. Только в общественном транспорте за 2 недели апреля выявили 4,5 тысячи человек без масок. 803 из них были высажены. Конечно, все они остаются недовольны. В адрес кондукторов идут нарекания, водителей. Пишут потом куда-то. Но здесь нам надо быть взаимно вежливыми, поэтому обращаюсь ко всем. Кондукторы и водители – это тоже люди, у них тоже нелегкая профессия, нелегкая работа. На контроле ситуация с паводком. Президент просит глав Бавлинского, Менделеевского, Арского, а еще Советского, Приволжского районов Казани обратить особое внимание на затопленные участки. Еще один весенний вопрос. Наступил пожароопасный период. Уже есть факты горения леса. 15 апреля произошли 2 лесных пожара. Альметьевское лесничество 2 гектара, Азнакаевского 4 гектара. Кузюров, что это такое? Территория не покрытая лесом, а там минимизированный ущерб, без ущерба. У фонда считается это лесным пожаром по формулировке. Но это не порядок. Тоже местные власти должны смотреть. Но это же лес. Хорошо, что быстро отреагировали. Азнакай тоже. Так, с начала пожароопасного периода в городах и районах республики зафиксировано 73 случая загорания травы и мусора. При резком потеплении и массовом скоплении людей в лесах президент предложил ограничить доступ в массив. Алия Хайрудинова, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов сегодня посетил пункт выдачи заказов первой местной электронной торговой площадки «Казан-Экспресс». Накануне он заказал толстовку через приложение и сегодня во время посещения забрал посылку. Представители компании рассказали о планах по расширению пунктов выдачи. Сегодня в Казани их 16, а по республике 37. Президент отметил, электронные торговые сервисы должны стать хорошей площадкой для продвижения продукции местных производителей.
Сегодня в республике дан старт субботникам. Большая общегородская уборка пройдет в следующую субботу, но уже сегодня волонтеры, депутаты и общественники привели в порядок кладбище в казанском поселке Юдино. Очищали места захоронения солдат, умерших от ран в казанских госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на прохладное утро, здесь сегодня многолюдно. На кладбище поселка Юдино генеральная уборка. В порядок приводят воинское захоронение. На субботник пришла и Камила Нигматуллина. Признается, для нее быть здесь – дело чести. Если есть возможность, то стараюсь выходить. Все-таки близко 9 мая и хотелось что-то сделать хорошее для города. На этом кладбище захоронены воины, умершие в эвакуационных госпиталях в годы войны. Выбор Юдино был не случайным. Этот населенный пункт – крупный железнодорожный узел страны. В годы войны в поселке Юдино было 3 эвакуационных госпиталя, но до наших дней сохранилось лишь одно здание. Вот оно, на улице Бирюзовая. Сейчас здесь находится школа номер 153. Ну а про богатую историю здания напоминает вот эта мемориальная доска. В годы Великой Отечественной войны в Татарстане было размещено больше 80 эвакуационных госпиталей. Наша обязанность, я считаю, дань уважения, чтобы... Коли они находятся на территории нашей республики, нашей страны, мы должны приходить, наводить порядок. Мы о них помним, мы их знаем, мы благодаря им живем. Чем раньше, тем лучше начать убираться, но также и летом, и осенью, и зимой тоже чистить территорию нужно в таких памятных местах. Уход за воинскими захоронениями волонтеры ведут постоянно. На следующей неделе генеральную уборку проведут на всех кладбищах столицы и поедут в Апастово. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Субботник, но уже на объекте культурного наследия сегодня провели волонтеры и сотрудники охранного комитета. Это здание 18 века в самом центре Казани. Когда-то оно принадлежало знаменитому дворянину Осокину. В 19 веке здесь располагалась фабрика, а в 20-м сюда расселяли эвакуированных жителей Ленинграда. Почему именно сюда пришли на уборку? И что будет дальше с объектом? Все подробности у Юлии Гоголевой. Здесь у нас цокольный этаж был. Вот в цокольном этаже жили моя бабушка, дедушка. О субботнике в этом старинном здании Диляра Махмутова узнала из новостей и решила присоединиться. Полвека назад она жила здесь вместе со своей семьей. В войну сюда также эвакуированных селяли из Ленинграда. С ними вместе они жили как раз. Дедушка отсюда ушел на фронт, сюда же вернулся. Говорили, что здесь Пугачев татар вешал. Правда или нет, не знаю, в детстве всегда говорили. Точная дата постройки этого дома на улице с символичным названием «Старая» неизвестна. Но краеведы говорят, это одно из самых старых зданий Казани. Когда-то дом принадлежал дворянину Осокину, позже здесь была маленькая фабрика. В советский период особняк превратили в многоквартирный жилой дом. 4-сводчатая арка есть на входном портале. Она явно была в какой-то момент уничтожена, и там сделали плоский потолок. Но вообще, судя по всему, там и по внутреннему убранству там очень интересные высокие сводчатые потолки, очень много лепнины. Его должны были снести 10 лет назад, в 2010 году. Уже были готовы документы все на основе. Здесь должна была быть стоять перехватывающая парковка для одной из станций метро. Я написал статью, и удалось устроить такой скандал, который позволил предотвратить снос. Спустя несколько лет здание признали объектом культурного наследия, но отреставрировать его не получилось до сих пор. Таких зданий, построенных в далеком 18 веке, в Казани можно по пальцам пересчитать. Сейчас оно, конечно, в аварийном состоянии. Нужно прежде всего укреплять фундамент. Но еще несколько лет назад здесь жили люди. На субботник сегодня вышли и волонтеры, и сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия, и краеведы. Пока дом на балансе города, ему ищут инвестора. Он должен будет и откачать воду из подвала, организовать гидрозащиту фундамента и решить вопрос с водоотведением. Сегодня мы прибрались внутри, практически немного осталось нам для завершения работ. Ну а следующую субботу мы планируем заколотить окна. У здания все есть с нашей стороны, и охранные обязательства, и акт технического состояния. Специалисты выходили, мы это здание ведем для передачи потенциальным инвесторам. Как сообщил Иван Гущин, здание будущему владельцу отдадут всего за 1 рубль по инвестиционной программе с обязательством отреставрировать его в течение 7 лет. Правда, территорию под домом выкупить придется по рыночной стоимости. Желающие уже есть. Место заманчивое – центр города. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.
Сегодня в Татарстане открылся весенний сезон охоты на водоплавающую дичь, уток и гусей. Сотрудники Комитета по биоресурсам и Росгвардии уже вышли в совместные рейды по охотничьим угодьям. Проверяют разрешения на оружие и промысел. Опыт прошлых лет показывает, нарушители еще не перевелись. Какая обстановка в Рыбно-Слободском районе, расскажет вернувшийся из рейда Дмитрий Аринин. На охоту за нарушителями надзорные органы выходят с поддержки с воздуха. В небо поднимается разведывательный беспилотник. Теперь в радиусе 25 километров охотугодий все как на ладони. Отслеживая картинку с камер видеонаблюдения, росгвардейцы берут под контроль перемещение техники и людей. Стоит там ТВ-камера, она увеличивает изображение, то есть приближает до 20 крат. То есть все четко видно, да? Да. Также имеется фотокамера. Но когда в ночное время применяем, у нас стоит инфракрасная камера, чтобы видеть. В лесополосе обнаруживают охотников. На место выезжает наземная группа. У мужчин с собой ружья, распаковать не успели. Инспекторы проверяют, есть ли разрешение на охоту и ношение огнестрельного оружия. Разрешение на оружие имеется, а также непосредственно путевки на отловлю, добычу дичи тоже имеется. Нарушений не выявлено. Они трезвые? Так точно. Как говорят охотники, промыслом они занимаются уже много лет. Сейчас приехали пострелять гуся. Проблем с оформлением документов не возникло. Я уже охотник со стажем 20 лет. Для меня это уже в порядке вещей. Все очень быстро. Через госуслуги можно все получить. Буквально все документы. Абсолютно. Если охота идет без документов, грозят штрафы и изъятие оружия. Сейчас в Татарстане владеют более 45 тысяч человек. В минувшем году в обращении с оружием выявили более 200 нарушений. В этом году сезон охоты только начинается. Дмитрий Арин, Адель Мендубаев, ТНВ, Рыбно-Слободский район. Через 10 дней весь татарский мир отметит 135 лет со дня рождения великого Габдуллы-Тукая. Сегодня президент Рустам Минниханов в соцсетях запустил поэтический флешмоб, посвященный этому событию. Россия большая. Он призвал блогеров и известных людей страны читать произведения татарского поэта. Наш земляк Максим Шарафуддинов уже присоединился. Есть аул вблизи Казани по названию Кырлай. Даже куры в том Кырлае петь умеют. Дивный край. В преддверии 26 апреля мы продолжаем рассказывать о самых знаковых местах, которые повлияли на жизнь и творчество Габдуллы-Тукая. Сегодня особое место и для него, и для всего татарского мира. Это город Уральск в Казахстане. Здесь поэт прожил 12 лет, получил образование, начал писать первые стихи и придумал знаменитого Шурале. Рамиль Шайдуллин расскажет об отрочестве поэта. Над Уральском звучит азан с минарета Красной мечети. Так было и больше 100 лет назад, когда в город приехал никому неизвестный 9-летний мальчик из-за Казани, великий Габдулла Тукай. Тукай на следующий день после того его приезда в декабре месяце привели на намаз. И здесь как раз Тукай познакомился со своим будущим учителем Эстазом Матугулой Тхватуллиным. Сейчас мечеть в народе называют Тукаевской. Считается, что здесь маленький Габдулла получил свое духовное рождение, а прямо по соседству и первое образование. Будущий поэт начал посещать медресе Мутыгия. Именно здесь сделана одна из первых фотографий Тукая в компании таких же, как он, шакирдов. Но как маленький Габдулла оказался в чужом городе в сотнях километрах от родины, все ответы хранятся в музее его имени. В 1895 году, после нескольких лет скитаний, мальчик попадает в семью родной тети Газизы. У них с мужем не было сына, и Габдуллу взяли на воспитание. Здесь он впервые получил ласку, теплоту близких людей. Здесь ему не надо было выходить в поле, работать вместе с родителями приемными, не надо было пасти скот. Сегодня этот дом достояние всего татарского народа. Это то место, где за 5 лет из замкнутого ребенка Тукай превратился в жизнерадостного подростка. Несколько лет назад дом отреставрировали, помог Татарстан. Сейчас здесь живут люди. В каком году он построен? Да он еще 2000 лет простоит. Приемный отец Габдуллы, купец Галиаскар Усманов, наследника отдает в школу русскую для татарских детей. И это навсегда изменило его жизнь. Здесь он научился русскому языку, писать, считать. И здесь как раз
Тукай познакомился с первыми стихами Пушкина, Лермонтова, которые тоже задели его за живое, как говорится. Именно тогда, как говорят историки, юный Габдулла и начинает писать такие же глубокие и простые для понимания стихи, но на татарском языке. Он продолжил это делать и когда устроился работать. Здесь, в подвале дома его учителя, имама мечети Муттыгулы Тухватуллина, сын и мама выпускал татарские газеты и журнал, где Тукай набирал текст и сочинял. Вот за таким станком Тукай работал наборщиком. И вот благодаря тому, что Камиль Тухватуллин начал выпускать газеты и журналы на татарском языке, Тукай стал именно тем известным всему тюркскому миру поэтом. В 1907 году уже не мальчик из-за Казани, а известный поэт Габдулла Тукай переедет в Казань и полностью посвятит себя творчеству, но прежде создаст в Уральске поэму «Шурале». Тукай в этом здании написал свое знаменитое «Шурале». Гуляя по Ханской роще, она навеяла ему воспоминания о Кырлае. В Уральск Габдулла Тукай уже больше не вернется. В Казани он напишет произведения, которые навсегда войдут в золотые фонды мировой литературы. Рамиль Шайдуллин, Тансылу Насырова, Бауржан Кажаканов, ТНВ, Уральск. В клубе Габдуллы Тукая в Союзе писателей Татарстана в понедельник, 19 апреля, состоится встреча молодых поэтов. Вечер они назвали «Не только любовь греет сердца». Всех желающих присоединиться ждут к 5 вечера. В Камско-Устинском районе живет уникальная народность, которой больше нет нигде в мире. Они этническая мордва, но их родной язык татарский. Эти люди – мордовские каратаи. Так называется село, в котором они живут. Каратаев немного, около 60 человек в самой деревне и не больше сотни на весь район. В рамках нашей рубрики «Айда Татарстан» к ним отправились и мы, чтобы узнать в подробностях, как каратаи жизнь каратают. И тугантель, и матуртель. Мама, как по-вашему будет? Ади. Ади? Да. А по-татарски это наоборот папа. А бабушка? Бабушка Бабай. А по-татарски это наоборот дедушка. Наверное, впервые мы находимся в таком уникальном с точки зрения языка и культуры месте. Мы в Камско-Устинском районе, деревне Мордовский Каратай. И вот эти люди, которые здесь живут, их, наверное, не встретишь больше нигде на свете, потому что Каратаи — это как название населенного пункта, так и название их этнографической группы. Так? Шулаинды. Мордовский Каратай – деревня небольшая, пара десятков домов, есть церковь, новый клуб. Живут здесь не более 100 человек, хотя старожил села Иван Никушев говорит, что так было не всегда. У каждого вот наше поколение, вот у каждого 3-4 ребенка. Все они сейчас в городе. Те же, кто остался, настоящее сокровище для любого этнографа. Неспроста изучать их приезжают и из Мордовии, и даже из Венгрии. Они каратаи, потомки древней Мордвы, родина которых здесь. Пишем, чтобы национальность Мордва. Да. А разговор у нас татарский. Скажите, что у вас самое вкусное? Ну, у нас вот национальное блюдо – это секаня. Домашнюю закуску, похожую одновременно и на тарталетки, и на вареники, готовят из теста и начинки. Для начинки грибы. Наши предки вот ходили в лес, собирали грибы. Это мордовская кухня? Мордовская кухня. Мордовские и мелодии их народных песен, но слова татарские. Орнаменты на платьях тоже мордовские, а вот дома такие же, как у татар. Я думаю, что, наверное, повлияло очень расположение татарских деревень рядом, русских. Наверное, отатарились так мы. Я так думаю. Но вера у вас православная? Вера православная, христианская, да. Сельский храм с нуля отстроили на месте старой церкви. Здесь упокоен небесный покровитель каратаев Михаил Убиенный. Его местные почитают как святого. У нас 8 июня бывает молебен в честь его дня смерти, получается. И освящается в родниках вода в этот день. Вот все это перешло от наших родителей, от наших бабушек, дедушек. Вера Колударова показывает, как в древности здесь выходили замуж. Был особый обряд. Маму оплакивала моя бабушка. И невесту покрывали вот специальным покрывалом. Вот это покрывало
сохранился тоже с тех времен. Это мои прапрабабушки. Тихой песней. Их обычаи знают и те, кто просто дружит с ними, как Нина Соловьева. Она русская, приехала сюда больше 20 лет назад и сразу почувствовала, что дома. Здравствуй, соседушка. Ой, здравствуй. Ой, ты с гостинцами. Я тоже вот на стол готовлю. Когда соседи собираются вместе, от богатой кухни ломится стол. Русские, мордовские, татарские блюда здесь всегда. Как одна семья. В дружбе и сила нашей деревни. Сохранили же мы ее до этого времени, она будет возрождаться и жить. Значит, здесь очень хорошие люди. Люди с особенной культурой и уникальной историей. Все это о жителях села Мордовские Каратаи, рожденных с миссией сохранить свой народ. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Камск-Устинский район. Эта неделя космическая. В понедельник весь мир отметил 60 лет со дня первого полета человека в космос. А сегодня возвращение с орбиты бугульминского космонавта Сергея Рыжикова. В Казани прошел большой космический фестиваль, телескопы, автографы известных космонавтов и мастер-классы. О том, как молодое поколение познает космическое пространство. Сирена Сахапова. В мультимедийном парке не протолкнуться. Здесь большой космический праздник. Побывав здесь, можно почувствовать себя настоящим космонавтом. Чего тут только нет. Вышивки разных организаций, побывавших в космосе, космическое питание и автографы. Экскурсия «Космическая эра», зона мастер-классов, где собственными руками можно создать пневморакету и солнечные часы, викторины. Здесь все познавательно и интересно. Я делаю сейчас солнечные часы и сейчас буду доделывать. Мне космос нравится, потому что он скрывает в себе много интересного. Ну, это выставка, здесь различные космические поделки, специальные инструменты, которые присоединяются к кораблю, и различные детали от корабля. Кого здесь не спроси, знают. Первым в космос полетел Юрий Гагарин. Это было 60 лет назад. И знают, сегодня на Землю с орбиты вернулся наш земляк, бугульминец Сергей Рыжиков. Это прекрасно, когда наша республика, особенно уроженец Республики Татарстан, тоже участвует, собственно, в отряде космонавтов и занимается проблемами, собственно, исследований по космосу. Это очень большой плюс, потому что в нашем регионе важно отметить себя и на уровне федеральном. Об этом рассказывают и показывают детям. Сюда пришли ребята из Центра внешкольной работы авиастроительного района Казани. Их еще называют космическими разведчиками. Сейчас у нас, хоть 12 апреля уже прошло, все равно идет так называемая весенняя неделя или декада космоса. Вот. Этот год у нас юбилейный, 60 лет с полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос, поэтому мы решили поучаствовать в таком интересном мероприятии. После такого фестиваля они с уверенностью могут назвать свои выходные поистине космическими. Сирена Сахапова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня стартовал второй этап соревнований фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 200 человек 2 дня будут соревноваться в подтягивании, наклонах, стрельбе из электронного оружия и беге. Сегодня из 21 команды в финал пройдут 10, а завтра они будут состязаться в эстафете ГТО. По итогам соревнований 6 лучших участников сформируют сборную Татарстана, которая представит республику на Всероссийских играх ГТО в Белгороде. Сюда приехали любители, которые занимаются физкультурой. И популяризация такого рода деятельности, как физкультура, конечно, нужна, чтобы наша нация была здорова и чтобы мы все были крепкие и физически здоровые. Конечно, есть волнение, потому что здесь спортсмены разного уровня. Но, тем не менее, это приятно оказаться с ними на одной арене. Не первый раз приезжаем сюда. Позвали защищать честь района в этих играх, поэтому не смог отказать. На ледовой арене в Зеленодольске сегодня настоящий спортивный праздник. Клюшки скрестили команды «Газпром Трансгаз Казани», российской прессы и ветеранов хоккея республики. Кроме этого, для ребят из местных спортшкол именитые спортсмены провели мастер-классы по футболу и хоккею. Полная экипировка и горячий лед. В первом матче на льду сошлись команды «Газпром Трансгаз Казани» и российской прессы. Это известные телеведущие, спортивные комментаторы и выдающиеся спортсмены. Команды объединяет любовь к спорту. Организатор турнира «Газпром Трансгаз Казань». Это, конечно же, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда любительского хоккея, чем наши уважаемые коллеги занимаются уже не один год, разъезжая по всей стране и своим примером показывая, как надо
правильно себя вести, чтобы быть здоровым, динамичным, подвижным. До товарищеского матча для воспитанников детско-юношеских спортшкол именитые спортсмены Алексей Бадюков и Андрей Николишин провели мастер-класс по хоккею, а Дмитрий Сычев и Александр Мостовой по футболу. Дети, которые приходят сюда, видят комментаторов, журналистов известных, больших спортсменов, таких как Андрей Николишин, Леша Бадюков или Саша Мостовой, Вадим Евсеев, они, конечно, понимают, что, наверное, это и есть смысл жизни. Спорт – это смысл жизни. Те мастер-классы, которые были сделаны, нужно видеть глаза детей, какие они воодушевленные, как им это все нравится. Несмотря на счет 4-2 в пользу российской прессы, матч завершился дружбой. Ведь главный результат праздника – это настоящая командная игра и уверенность, что спорт объединяет людей и заряжает на успех. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольск. Так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. До свидания. В студии София Егорова. Здравствуйте. Тепло медленно отступает. В республику идет прохлада. Об этом поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево солнечная и сухая погода сохранится, но станет еще прохладнее – плюс 13-14 градусов. Температура еще немного понизится в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге до плюс 12. Днем без осадков. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше по прогнозу осадки не ожидается. Солнце также радует, но уже чувствуется прохлада – плюс 10-12 градусов днем. В Арске, Кукмаре и Балтаси ясно и без осадков. Днем до плюс 13. В Болгаре, Дрожжином и Буинске без осадков и умеренно тепло. Плюс 15. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше свежо и солнечно. Днем 14 градусов выше 0. Несмотря на ласковое солнце и отсутствие осадков, температура воздуха в наших краях продолжает понижаться. В понедельник столбики термометров опустятся ниже 10-градусной отметки. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Весна на Аптечной улице. В бережных аптеках от склада и Экона. Снижение цен. Теуфон 99 рублей. Цитрин 129 рублей. Мироместин 339 рублей. Покупай выгодно. В бережных аптеках от склада и Экона. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 30 апреля в аптеках Экона, Бережная аптека и аптека от склада проходит акция «Снижение цен». В Казани ясная и солнечная погода сохранится, без осадков. Ночью около 3 тепла, а днем 16 градусов выше 0. Ветер северо-восточный умеренный до сильного. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха низкая, 42%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.